Доброе утро всем, кто встречает это утро вместе с нами, с каналами национальной вещательной компании «Саха». Я напоминаю, что сейчас мы выходим в прямом эфире на канале НВК «Саха» после 8 утра в повторе на Якутии-24 и на региональной вставке общественного телевидения России. Так что всем доброго утра и хорошего настроения. Сегодня на календаре 3 декабря и до Нового года остается всего лишь 28 дней. Но Новый год впереди, а чем же мы сегодня живем? Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Также сегодня День поддержки лиц с инвалидностью в некоторых странах отмечается. Ну, а в России сегодня День юриста и День неизвестного солдата. Поэтому всех юристов с их профессиональным праздником они делают действительно очень важную задачу, защищая наши права и интересы. По народному календарю считалось, что если 3 декабря идет снег и метель, то 3 июля обязательно пойдет дождь. Вот все время хочу попробовать зафиксировать эту дату и потом вспомнить, 3 июля будет дождь или нет. Также сегодня считалось, что день Прокла, а на Прокла не жди от дороги прока. В путь соберешься, одна морока и сани не с места. То есть говорилось о том, что будут метели, вьюги, всю дорогу заметет и лучше никуда не отправляться. Будет ли способствовать погода этой народной примете, узнаем прямо сейчас. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах утром минус 39, минус 44, днем минус 24, минус 29, в Заречье минус 30, минус 38, днем минус 24, минус 37, на юге минус 25, минус 26, днем тоже минус 24, минус 26, в Вилюйских Улусах минус 34, минус 36 было утром, а днем минус 30, минус 31. В Нижнеленских минус 37, минус 39 утром, минус 29, минус 34 днем. На западе минус 31, минус 37 утром, днем минус 29, минус 33. В Колымаге-Дигирских Улусах от минус 18 до минус 47 утром, днем минус 27, минус 36, в Янских минус 28, минус 39 утром, днем минус 30, минус 35, на северо-западе минус 32, минус 47, днем минус 33, минус 44. В Якутске в 6 утра температура воздуха была минус 35 градусов, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер дует, скорость его 2,5 метров в секунду, а направление он северо-западного. Днем же ожидается минус 30, минус 32 градуса. Вот сегодня, когда выходил на улицу, выхожу обычно с утра и смотрю, тумана нет, значит тепло. Потом прошелся немного, а ветер дует. Поэтому одевайтесь потеплее. Ветер сегодня, по крайней мере, в Якутске достаточно такой серьезный и продувает почти насквозь. Держу вновь такие магнитики, расхальчики, которые крепятся на холодильник, очень удобно. Кроме этого, они позволяют 31 декабря принять участие в розыгрыше призов в новогоднюю ночь на канале НВК «Саха» в рамках новогоднего вечера, что можно получить в подарок. Ну, во-первых, 2 Hyundai Solaris, мотоциклы Регулмота, трактор Синтай, 11 айфоны, охотничьи ружья, бытовая техника, ювелирные украшения, а также денежные призы 50-100 тысяч рублей и многое другое. Приобрести их можно по адресу Орджоникидзе 48 на первом этаже, это в здании НВК «Саха», а также в ТРК Туймада в режим работы этого торгового центра. Так что приходите, покупайте. А мы двигаемся далее. В природе существует множество чудес необыкновенной красоты. Человек всегда стремился совершенствовать мир или создавать свой собственный. С помощью компьютера людям это стало гораздо делать проще, и различные невероятные возможности открылись. Особенно привлекает современников чудеса компьютерной графики. Мастера трехмерных изображений сегодня тоже отмечают свой профессиональный праздник. О них и речь в нашем следующем сюжете. Третий день декабря свой праздник, правда пока не официальный, отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира. Идея его проведения принадлежит американской компании Alias. Дата выбрана в связи с тем, что она единственная в году начинается со знакового сочетания символов 3D.
Интересное предложение тут же дружно поддержали 3D-аниматоры всех стран. К празднованию присоединились такие международные гиганты, как Adobe, Nvidia, Wacom и многие другие компании. Сначала День 3D, еще одно название праздника, касался только создателей трехмерных изображений, но постепенно он охватил и все остальные отрасли, связанные с компьютерной графикой вообще. Сейчас традицию празднования этого дня в США и Европе продолжает компания Autodesk. Проводимые ею крупные мероприятия не ограничиваются только 3D-датой. Они проходят в течение 10 дней с 1 по 10 декабря и включают в себя мастер-классы в разных городах мира, интересные презентации и онлайн-интервью с известными персонами этой отрасли. Принять участие в праздновании можно даже из собственного дома, если у вас есть интернет. В последние годы Всемирный день компьютерной 3D-графики, также известный как День 3D-шников, довольно активно начали отмечать и в России. Если у вас есть знакомые 3D-графики и дизайнеры, не забудьте поздравить их с профессиональной датой. А мы продолжаем. У нас есть студийный WhatsApp номер 8 914 279 22 62. На него можете отправлять свои WhatsApp сообщения, если у вас есть чем поделиться. Допустим, событие какое в семье или мероприятие какое-то планируется состояться. По возможности зачитаю в прямом эфире. А мы продолжаем. Вот одна новость еще интересная. В поселке Беркакит Республики Саха-Якутия 27 ноября состоялось торжественное открытие переоборудованной по модельному стандарту библиотеки номер 4. Жители поселка и сами сотрудники очень были рады этому событию, потому что это первая библиотека, которая открылась после реновации по национальному проекту «Культура» в Республике Саха-Якутия. Там полностью переоборудовали весь зал, он стал более современный. Это я к чему? К тому, что в библиотеке можно подчерпывать знания, которые позволят ответить на вопросы нашей постоянной школьной рубрики. Сколько океанов на нашей планете? 4. 4. 4. 5. Мне будет крайне стыдно, но я предполагаю 5, по-моему, да? 5 должно быть. Что измеряется в килограммах? Масса, вес или любимые конфеты в магазине у дома? Масса. Вес. Вес, но также любимые конфеты в магазине у дома, потому что лучше брать шоколадки килограммами. Это все знают. Масса. Масса? Масса. Наверное, масса. У какой птицы нету крыльев? У пингвина, у курицы, у киви или у утконоса? Утконос разве рыба? Значит, утконос? Утконос. 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 Ну, киви. У киви, наверное. Киви. Берингов пролив где находится? Между Великобританией и Европой, Евразией и Северной Америкой или Австралией и Новой Гвинеей? Новая Гвинея. Где? Новая Гвинея. Привет моему учителю по географии. Между Великобританией и Европой. Между Евразией и Северной Америкой. Между Евразией и Северной Америкой. Евразия и Северная Америка? Азия и Северная Америка. Евразия и Северная Америка. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 100. Нет? 100. 100 очень. 100. 100. Ну, 10 получается, у каждого 10. Ну, 100 пальцев. На 10 руках 50. Как видят окружающие предметы глаза взрослого человека? Перевернутыми, уменьшенными, отдаленными или как есть? Но зависимо от какого у него зрения, то есть взрослый человек. Ну, либо отдаленно он видит, то есть у них же ухудшается зрение, кристаллик нарушается. Мои видят не очень хорошо. А так, ну как есть, наверное, я не знаю. Как есть. Перевернутыми. Перевернутыми внутри. Вот интересные вопросы. Всегда не знаю, о чем в школьной рубрике. Смотрю прямо в студию, пытаюсь тоже ответить. Благо, попадаю в десятку.
Спасибо моим учителям, которые меня учили. А мы продолжаем наш эфир и поговорим мы сейчас о новогодних тратах, а точнее, как этих трат особо не допустить, как грамотно распланировать свой бюджет. И помогать мне в этом будет Любовь Амосова, она специалист по рекламе кредитно-потребительского кооператива «Аргыс Кредит». Доброе утро. Доброе утро. Что у нас здесь изображено? Давай-ка посмотрим. Ну вот я здесь указала основные траты, да, которые делают якутяне вот именно в Новый год. Это пора таких самых необдуманных, скажем так, поступков, эмоциональных покупок и так далее, да. Особенно, когда вот сейчас Черная пятница Да. пошла, увидели скидки, Да. на самом деле Мгм. порой иногда дутые, да, Мгм. и решили купить. Да. И вот, например, я вот привела такие основные, да, моменты расходов. Например, новогодний стол. Я вот в качестве опроса сделала у своих коллег, да, например, опросила. В среднем на новогодний стол семья тратит 7 тысяч рублей. Это из расчета семьи из 4 человек. Это включая всю еду, да, Да. допустим, украшения Мгм. какие-то, да, на стол. Мгм. Мгм. Украшений для дома в среднем сказали 2000, так как не каждый год мы покупаем, да, украшения для дома. Наряды, вот на новогодний корпоратив может быть 4000 рублей, уход за собой 4000 рублей, маскарад новогодний для детей вот 2000 рублей. На подарки сказали в среднем вот 10 тысяч рублей и на ресторан 3000 рублей. И так как мы можем это оптимизировать, да? Давайте Так, посмотрим. вот это ресторан, это, допустим, с работы, видимо, пойду, да, или это имеется в виду с семьей? Это я еще не взяла корпоратив, да, Да, с если тут коллективом. добавить, мне кажется, То еще тут может будет, быть 6 там, где-то в районе если 6. не под 10 выйдет. Да. Ну, по подаркам понятно, а маскарад это что значит? Маскарад, для детей, когда идут в садик, в школу, им нужны маскарады, вот именно зачастую мы Костюм. заказываем, да, и покупаем. И вот, в среднем тоже сказали на одного, на двух детей вот 2000 рублей. Вот я могу угадать, что здесь можно разделить по половому признаку уход за Да. собой. Мужчина 0, Мгм. оставшаяся это остальная Да. семья. Мгм. Правда, вот сейчас в основном вот на ресницы, на ногти, на волосы и так далее, вот мы ежемесячно тоже вот тратимся, да, обязательно. В Новый год тем более. Мы хотим выглядеть очень красиво, и вот поэтому такие расходы. Мужчинам проще, да. Под душ Мгм. встал, потратил только на воду и на шампунь чуть-чуть, и все вроде и красиво, и можно Мгм. идти встречать Новый год. И вот как мы можем сэкономить, да, вот примерно я сама посчитала. На новогодний стол, если закупать продукты заранее, то есть прямо сейчас, прямо сегодня пойти на крестьянский рынок, закупить там замороженную рыбу, мясо, продукты, поехать в оптовку и закупиться продуктами, все это просто положить, это сэкономит время, потому что обычно 30-31 декабря мы носимся по супермаркетам и так далее, закупаемся вот пластиковыми картами, не замечаем, как мы быстро распрощаемся с деньгами, и поэтому такие большие траты у нас происходят. Украшения для дома можно сделать руками, да, с семьей, сделать это как веселое времяпровождение и так далее. На наряды сейчас, к счастью, стало очень много услуг проката, да, новогодних нарядов. Вместо того, чтобы купить там платье, чтобы оно стояло целый год, а то и больше, да, у нас в шкафу, то можно просто одолжить, арендовать, и оно не будет хотя бы просто так стоять. Уход за собой, тоже, это, конечно, кому как, да. Я не обязательно говорю, чтобы прям не выглядели там красивыми и так далее, просто можно и самой выглядеть очень красиво и так далее. Мгм. На маскарад тоже можно сделать тоже самим, потому что поностальгировать, да, немножко. Мы, например, со своими родителями тоже все это делали сами, из подручных инструментов и так далее. Это подарило нам очень теплые воспоминания. Да, можно для детей такое устроить. Да, я помню, вспоминая свое детство, Мгм. да, мы вырезали маски из подручных средств, помню, цветная бумага была, там что-то делали, пытались там, я помню, это зайчика маску Да. здесь делали и так далее. И буквально в прошлый Новый год мы сыну тоже вырезали там из Мгм. подручных средств маску на Новый год. Да. Ну, ничего, вроде согласен. бы получилось. Да, согласитесь, это же такие хорошие воспоминания. На подарки
ну, не стоит как бы особо сильно тратиться, да. Если, конечно, планируете большой подарок подарить своему близкому человеку, конечно, вообще лучше начать копить заранее, там, за 3 месяца, за 6 месяцев и так далее. Чисто вот символические подарки можно купить, можно тоже сделать своими руками. Это прям, это будет лучше, да, мы считаем, чем такие подарки, которые мы купили в спешке просто, и в итоге они оказались вообще ненужными, да, человеку. Ну, к примеру, допустим, иногда порой для ряда лиц важен не сам подарок, а дорого внимание. Да. И в данном случае мы на внимание это оставляем 5000, да? Ну, где-то в среднем вот так. Хорошее внимание, тоже неплохо. Да. А на ресторан, вот, ну, сейчас вообще стало модно собираться с друзьями, ну, дома, да, позвать своих друзей, сказать, чтобы они все принесли, ну, по одному блюду, допустим, поиграть в настольные игры и так далее, в игры в компании и так далее, да. Можно вот на это вместо похода в ресторан можно собраться с друзьями дома, поиграть, покушать и тоже хорошо провести время. Люба, а как ты готовишься справить Новый год? В этот бюджет уложишься? В новом году я вообще собираюсь, Новый год собираюсь встретить в другой стране, но это свое путешествие я запланировала за год. И, это тоже был очень большой план. За год я планировала, и такие траты, Они и так войдут уже в это путешествие, потому что там уже все будет предоставлено. И ресторан наверняка, и всякие украшения, и стол и так далее. На этом можно будет сэкономить. Хорошо. А, допустим, что мы еще, возможно, не учли? Вот, к примеру, фейерверки различные, там, допустим, антураж, который создается. Вот тут как быть? На фейерверки, лично, да, по моему мнению, вообще особо тоже тратиться на то, чтобы, пустить на небо там десятками, тысячами рублей, да, чтобы, просто другие посмотрели. За 3 минуты удовольствия. Да, на минуту. Можно посмотреть на площадь выйти, Ленина на совет, или на площадь совет. Орджоникидзе. Да. И вокруг и так много людей стреляют. Но это в Якутске. И в районах республики тоже, я думаю, не исключение. А, допустим, совет с кредита, возможно, как приумножить финансы или, может быть, как их преувеличить, есть какой-то? Мы вообще советуем людям всегда копить деньги заранее на что-либо. На Новый год это тоже, на Новый год тем более. На любые цели нужно копить заранее деньги, например, за 3 месяца, за 6 месяцев, за 12 месяцев. И человек, который пришел к нам в офис, может выбрать любую программу накопления и начать копить от 1000 рублей. Да, я полностью поддерживаю в плане того, что надо разумно подходить к финансам, потому что по одной простой причине, на Новый год все спустим, а потом весь январь будем лапу сосать и думать, что делать. А в январе еще огромное количество праздников и хороших поводов для встречи, а если сидеть без денег, то эти поводы улетучатся. Хочу сказать спасибо, Люба, за то, что подошла к нам в студию. Напомню, что у нас была Любовь Амосова. Она является специалистом по рекламе кредитно-потребительского кооператива «Аргыс Кредит». И говорили мы о том, как сэкономить средства на новогодних праздниках. А мы продолжаем. Кызылсыр — газовое сердце Якутии. Поселок обеспечивает голубым топливом Якутск и всю центральную часть Якутии. В эти дни Сахатранснефтегаз открыл в Кызылсыре новое здание производственной базы. До ввода нового здания сотрудники управления работали достаточно в стесненных условиях. И на открытии этого здания побывал наш корреспондент Наталья Колесова. Мечты сбываются. Под аплодисменты сотрудников Управления добычи и транспортировки газа в поселке Кызылсыр торжественно перерезали красную ленточку нового здания управления. Нужно отметить, что этого момента они ждали долгие годы. Этот участок Кызылсыр, он является истоком всей газовой системы, которая потребляет Центральная Якутия. Поэтому офис — это основная часть, это лицо предприятия. Мы с радостью сегодня на душе хотим получить или подарить этот подарок
для наших работников, которые базируются в этом поселке. Новое современное здание общей площадью 1500 квадратных метров стало украшением поселка Кызылсыр. До ввода нового здания сотрудники управления работали в стесненных условиях. Значит, здание построено на основании новых технологий. Значит, оборудованное место, использована программа доступности среды, если вы обратили внимание, есть понятие для инвалидов, все полностью подъемники, кнопки, все полностью работает, у нас все оборудовано для этой цели. Значит, то есть мы совместно можем принимать здесь и потребителей, и наших гостей, полностью встречать, решать производственные вопросы. Теперь в одном здании размещено все газовое хозяйство, поэтому будет комфортно не только работникам, но и потребителям. Поселок Кызылсыр – газовое сердце Якутии. Поселок обеспечивает голубым топливом весь Якутск и всю центральную часть Якутии. И вот здание управления транспортировки и добычи газа Сахатранснефтегаз станет толчком развитию газификации вилюйских групп районов. Сегодня в управлении добычи и транспортировки газа работает более 180 сотрудников. Трудовой коллектив дружный, сплоченный. Надо отметить, что работают местные кадры. Я работаю 5-й год в Сахатрансе, но я не жалею, что выбрал такую профессию. Ну, наша работа в основном по магистральным газопроводам. Мы обслуживаем крановые узлы. И у нас постоянно мобильное дежурство зимой и летом. И устраняем утечку. И у нас в основном опасная работа, конечно. Родился я здесь, в поселке Кызылсыр Вилюйского района, еще Якутская ССР, в паспорте так и написано. Учился в школе здесь, в садик тоже здесь ходился. Ну, пошел, получается, как по специальности, по дальнейшему, по стопам отца. Хотя он исследовал скважину, а я теперь транспортирую газ, просто я пропустил добычу эту. Ну, принцип тот же самый. Компания уделяет большое внимание созданию условий труда для своих работников. Так, 2 года назад построены общежития для сотрудников и молодых специалистов. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников, Кызылсыр, Вилюйский район, Новый день. Буквально на днях, 1 декабря, во всем мире отмечался Всемирный день по борьбе с ВИЧ-СПИДом. И мы продолжим эту тему с гостем нашей студии Евгенией Кононов, заведующей отделением профилактики Государственного бюджетного учреждения «Центр СПИД». Доброе утро, Жень. Доброе утро, Иван. Да, вот тема весьма актуальная, потому что ВИЧ-инфекция, она никуда не делась, и до сих пор ее считают эпидемией. Уже было 20 век, сейчас она все равно сохраняется и в 21 веке. Какова статистика у нас в Республике Саха-Якутия? Сколько ВИЧ-положительных людей? Республика Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу стоит на 4-м месте по распространенности ВИЧ-инфекции. На 1-м у нас Бурятия. После присоединения. Да, после присоединения, да. Мы до этого были на 3-м месте, но сейчас плавно перешли на 4-е. На 2-м месте у нас Владивосток, Приморский край, на 3-м Хабаровск и на 4-м мы. И на 1 декабря 2019 года у нас где-то 507 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это кумулятивное число с момента регистрации с 1996 года. Вот. Ну а реально число ВИЧ-инфицированных, стоящих на диспансерном наблюдении и учете, это у нас где-то свыше 900 человек. То есть те, кто стоят у нас на диспансерном наблюдении и учете, принимают РВТ-препараты противовирусные. Вот. И ВИЧ-инфекция у нас зарегистрирована в 31 районе из 33, то есть практически уже во всех районах. Есть ВИЧ-инфекция везде, она занесена, да, у нас. Вот. И ежемесячно наш СПИД-центр в среднем выявляет по 13-15 новых случаев ВИЧ-инфекции ежемесячно по всей республике. Вот. Да, то есть темп распространения ВИЧ-инфекции, они, конечно, чаще всего возраст какой? Если мы всегда считали, что группой риска является молодежь, то на сегодняшний день возраст немножко взрослеет. Сейчас возрастной контингент стал 29 и выше. 29, 30, 40 и так далее. Какие основные пути передачи ВИЧ-инфекции? Основные то пути... у нас иногда некоторые думают, что у нас и с комаром ВИЧ-инфекция передается. Да, ну вот все вроде бы и знают эти уже
Дело в том, что мы уже все время рассказываем про эти пути передачи. Основной самый это, конечно, через кровь и гетеросексуальный путь. Вот эти самые два основных пути передачи. И существует еще третий от ВИЧ-инфицированной мамы к ребенку, то есть вертикальный путь. Но на сегодняшний день, вот как вот Вероника Игоревна Скворцова сказала, что вертикальный путь передачи у нас в России практически уже искоренен. Вот, практически 98,9%. В общем-то, все ВИЧ-инфицированные мамы рожают здоровых детей. Вот у нас основной в Якутии все-таки гетеросексуальный или через кровь? У нас в Республике Саха-Якутия и в России на сегодняшний день гетеросексуальный путь передачи стоит на первом месте. То есть при половых контактах? При половых контактах незащищенных. Все равно, в общем-то, актуальными остаются все-таки маргинальные группы. Их никто не отменял. Это к маргинальным или уязвимым группам относятся. Это у нас гомосексуалисты, наркоманы и проститутки. В общем-то, в принципе, весь эпицентр вот этой вот нашей инфекции находится все-таки в этих группах. А уже, все-таки вот буквально последние несколько лет вот ВИЧ-инфекция из вот этих узких групп, она уже вышла в общую массу. И сейчас уже болеют уже буквально все. Хорошая тема с утра, наркоманы и прочие социально незащищенные категории. Вы проводите огромное количество акций, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции. Вот одной из них является акция, связанная с маршрутом безопасности, когда ездили по Улусу. Да. И я вот с вами один раз тоже принимал активно и продолжаю это делать. Да. Вот об этой акции поподробнее. С 2008 года наш центр СПИД, в общем-то, проводит эту акцию. Она называется «Маршрут безопасности Стоп ВИЧ-СПИД». И мы совместно с нашими коллегами, с врачами из наркологического диспансера, из кожно-венерологического диспансера, со специалистами из АБНОНа, так сказать, да, с наркоконтроля бывшего. Мы вот выезжали по районам, там работали совместными бригадами. Основной принцип – это, конечно, профилактика, повышение информированности населения. То есть мы пропаганда сразу здорового образа жизни, против наркотиков, против алкоголизма, наркомании и профилактика ВИЧ-инфекции. За период этих акций мы брали кровь на ВИЧ-инфекцию, на вирусные гепатиты. Естественно, где-то выявляли, где-то нет. Вот. Но суть в том, что охватывали все слои населения, скажем, в районе. Если приезжали в район, то мы работали в течение недели по всем населенным пунктам. То есть разъезжались по всем наслегам. Вот. То есть в одной точке не работали. И проводили семинары среди медработников, медицинские семинары большие проводили, образовательные семинары среди учителей. Обязательно встречались с родителями, с различными МВД, вот, да, ЖКХ, в общем-то, да, то есть с администрацией. Вот. И, естественно, группа, так скажем, целевая группа – это молодежь, старшеклассники. А вот сейчас какая-нибудь акция планируется? Сейчас вот в рамках проведения седьмой всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД», уже, она уже, по идее, декадник был. Но мы, так сказать, продолжаем, в общем-то, нашу работу, так сказать. Мы проведем сейчас большие, в общем-то, мероприятия в нашем городе, и причем в наших филиалах в Мирном и Валдане одновременно у нас проводится. Это у нас проведем, для старшеклассников школы города сегодня вот в 3 часа во Дворце детства проведем ежегодную, в общем-то, акцию, да. И к концу недели мы, скорее всего, проведем экспресс-тестирование. Спасибо большое, Евгений, что подошли к нам в студию. Хочется, чтобы количество ВИЧ-инфицированных у нас снижалось. Спасибо. А пока рекламная пауза. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. На календаре 3 декабря, день недели вторник. И вот задают вопрос: здравствуйте, есть ли еще в продаже магниты розыгрыша? Да, они еще есть в продаже. Можете приходить к нам на НВК Саха, Орджоникидзе 48. А пока передаю слово информационной службе нашего канала «Новости». Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Айсен Николаев рассмотрел итоги деятельности за 2019 год и план на 2020 целевого фонда будущих поколений республики. Руководитель региона отметил, что организация имеет большое значение для социальной сферы и в целом для работы по развитию Якутии, в том числе по привлечению средств недропользователей. Со слов генерального директора Сергея Местникова, фонд справился с задачами на текущий год, в том числе по увеличению объема пожертвований. Так, всего привлечено 1 миллиард 305 миллионов рублей с целевым назначением на строительство социальных объектов и на поддержку мероприятий в сфере материнства, детства, спорта, развития культуры, искусства, здравоохранения и экологии. Задача на следующий год – увеличить пожертвования и начать строительство культурных центров в селах Барагонцы, Намцы и Майя. А между тем, проект современной автобусной остановки именно в селе Майя Мегино-Кангаласского района признан лучшим в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Более 2000 жителей Майи путем голосования приняли участие в реализации этого проекта. Отметим, что инициативное бюджетирование подразумевается финансирование со стороны населения. Большая часть средств направляется из республиканского бюджета. Также по инициативе местных жителей в селе проложена тротуарная дорожка на центральной улице, установлены мусорные площадки, обустроен мост через реку Итыргалах. Программа поддержки местных инициатив реализуется в Якутии уже 3-й год и проводится под кураторством Минфина. Когда мы решали, что будем строить, что будем обустраивать, наши жители все принимали участие. Вот, например, в прошлом году 2350 человек пришли на совещание и проголосовали за те проекты, которые сегодня мы представили. Да? Мы уже 3-й год сейчас работаем, да, и 2 года реализовали проекты. В следующем году мы уже определились с проектами, 2 проекта мы будем реализовать. Мы очень рады, что наше село Майя, одно из крупнейших наших сел, стало победителем, подтвердив действительно широкое участие граждан. Действительно, среди российских сел, поселков, городов это самое было массовое участие граждан в реализации проектов. И мы надеемся, что и в будущем мы будем реализовывать, и уже на следующий год у нас также предусмотрено 500 миллионов субсидий местным бюджетом. Студенты решили задачи из реальной практики предпринимателей. В Якутске прошел первый чемпионат по решению бизнес-кейсов среди студентов, где приняли участие ребята из высших и средних учебных заведений. Им предстояло в командах решить задачи, стоящие на данный момент перед предпринимателями. Например, увеличение продаж и проведение рекламных акций. Задания составили резиденты бизнес-инкубаторов. Участникам разрешено было обращаться за помощью к экспертам. Помимо этого, студенты разработали и защитили проекты помещений фотостудии. Внесли предложения по эффективному использованию пространства. Как отметили эксперты, подобный чемпионат помогает будущим специалистам получить представление о реальных потребностях бизнеса и повысить свои шансы на трудоустройство. Нам нужно было придумать что-то, что могло бы занять эту студию, то есть что-то, что было бы востребованное. Сумма, на которую мы должны были придумать проект, должна была составлять не более 100 тысяч. На самом деле это очень сложно, потому что там было всего 50 квадратных метров, и вообще как-то надо было связать фотостудию с проектом, который мы придумали. Но я считаю, что наша команда справилась. Продемонстрировать свои знания в эти дни смогут и студенты Нерингринского района. Там в местном медицинском колледже начал работу 8-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» по компетенции медицинский и социальный уход. Компетенция охватывает широкий спектр умений и видов деятельности, связанных со здоровьем, физическим и психосоциальным состоянием. Участники соревнования в условиях, приближенных к реальным, должны облегчить состояние пациента, продемонстрировать практическую работу, оказать первую медицинскую помощь, проявить все свои коммуникативные навыки. Национальная вещательная компания «Саха» проводит предновогоднюю акцию. Для участия необходимо получить магнит Харысхал с пожеланиями благополучия, счастья и здоровья на Новый год. Их можно приобрести на 1-м этаже здания НВК «Саха» и в торгово-развлекательном комплексе «Туймада». По купонам будут разыграны ценные призы, в том числе трактор «Сина» и 2 автомобиля Hyundai Solaris. Итоги акции подведут 31 декабря в прямом эфире НВК «Саха». Спасибо, коллеги. Мы продолжаем наш эфир. Как сказал уже в начале нашей программы, сегодня отмечается Международный день
инвалидов. И поговорим мы сегодня об этом с гостями в нашей студии. Это Лебедева Ирина Васильевна, председатель Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Доброе утро. И Николай Николаевич Прокопьев, специалист этой организации по социально-культурной реабилитации инвалидов. Доброе утро, Николай Николаевич. Ну, во-первых, поздравляю с вашим днем. И сразу же вопрос, к чему подошла организация к этому дню? Спасибо за поздравление. Пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег и наших ветеранов, активистов, общественников с этим днем, Международным днем инвалидов. Хочу пожелать им здоровья, счастья и успехов. В этом году у нас определенные результаты работы. Мы получили грант президента Российской Федерации. И наши улусные организации тоже участвуют во всех конкурсных мероприятиях. В этом году в международном фестивале «Инклюзив Данс» наш член общества Собакин Александр получил 3-е призовое место. В этом году они участвовали впервые, и вот такой вот результат. По республике больше 58 тысяч инвалидов, и членами нашего общества являются больше 35 тысяч инвалидов. И мы занимаемся правовой помощью, трудоустройством инвалидов и социокультурной реабилитацией инвалидов. Проводим культурные межулустные фестивали, спортивные соревнования. Вот как раз социокультурная реабилитация. Что это такое и какого рода мероприятия проводятся? Социокультурная реабилитация инвалидов – это человек, который получил впервые инвалидность, по психологическим данным, возможно, так, человек, отторжение, не отторжение от общества, но все равно как-то закрывается впервые, да? И вот наша задача этого человека вовлечь обратно в общество, интегрировать. Да. И вот при помощи мероприятий, которые мы проводим, мероприятий у нас, в принципе, порядочно. Практически каждый месяц у нас мероприятия проводятся, республиканские, городские, на местах у нас тоже проводятся. А основные много мероприятий, которые проходят, конечно, во время декады инвалидов. Кроме этого, мы лучших творчески одаренных, спортивно одаренных людей, проводятся для них всероссийские международные игры, конкурсы, фестивали. На эти фестивали, конкурсы мы отбираем и вывозим на соревнования. В прошлом году, например, приняли участие парадельфийских игр. Да, парадельфийские игры. Это аналог Олимпиады в культуре. Да? И 2 участника. Что они представляли? В парадельфийских играх там очень много в чем можно было бы поучаствовать, да? Мы поехали делегацией в 5 человек, я в том числе, танец участвовали и 2 инструментала. И с Верхневилюйска у нас Сунтарского улуса Попов Дмитрий. Дмитрий Попов занял первое место занял, да, он сам изготавливает эти музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент из дерева, дудки такие большие, типа индийских этих дудок. Очень всех впечатлил своей игрой, в общем они смотрят, да, исполнением. Он занял 1-е место. Ирина Васильевна у нас заняла 3-е место. Она играла на хамусе. Да, у нас впервые председатель участвовал на таком конкурсе. И еще, кроме этого, она получила специальный приз, приз детского жюри фестиваля этого. Видимо, с детьми, да, или просто детям понравилось? Нет, просто детям понравилось. Там, потому что взрослое жюри сидит, и отдельно детское жюри у них тоже участвует. И они сами взрослые судят, а дети, кто им ближе по душе понравился, они свой спецприз отдали
со всех участников там прямо 1000 человек были. Тысячи и тысячи Это человек. международный фестиваль. Международный фестиваль был. И в следующем году этот фестиваль должен проводиться в Новосибирске для детей. Ну вот тоже будем, отберут, пригласят, будем участвовать. Ну мы, конечно, своих конкурсантов. А есть какие-то планы на ближайшее время? В ближайшее время у нас планов громадье. У нас как бы годовые планы, да, ну как тоже на год мы себе готовим планы. Вот пока загадывать не будем, конечно, самое большое мероприятие, которое мы очень хотели, не знаю, лелеем уже десятки лет, наверное, да, пытаемся, но не получается. И, конечно же, из-за финансирования это фестиваль творчества инвалидов Дальневосточного федерального округа. Чтобы все к нам Да. приехали. Ну вот мы пока железной дороги не было, нельзя было. Сейчас есть. Сейчас есть. Но нужен мост. Ну, мост нужен, конечно, но сейчас все равно мы уже планируем, хотя на это финансирования пока еще нету, потому что тут, если большой фестиваль, сами понимаете, там очень много затрат надо будет. И тут не только республика, и еще наше головное центральное правление должно в этом деле помочь. Вот ждем пока результатов, то, что мы подали заявку, уже все подготовили, все, документация уже готова, отправлена. Вот ждем результатов. Будет, сделаем. Региональные общества, оно в целом, а вот по районам республики сколько есть ячеек? Но в 32 улусах у нас есть свои организации, которые работают вот непосредственно на местах. И 314 первичных организаций у нас есть. И вот они оказывают тоже практическую помощь, проводят мероприятия, правовая помощь, психологическая помощь. То есть если есть возможность у инвалида обратиться непосредственно в родном улусе, и они уже выйдут на вас и принять участие в активном мероприятии. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется еще раз поздравить с Международным днем инвалида и сказать спасибо большое за ту работу, которую вы проводите для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас мы прервемся на короткую паузу и далее продолжим. Оставайтесь вместе с нами. И вновь мы вместе с вами на канале НВК Саха. Напомню, что мы выходим также и на канале Якутия-24 и региональные вставки на общественном телевидении России. Но это будет после 8 часов. А сейчас мы работаем в прямом эфире. Давайте поговорим о погоде на день сегодняшний. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в центральных улусах ожидается минус 24, минус 29, в Заречье минус 24, минус 37 градусов, на юге республики минус 24, минус 26. В Вилюйских улусах сегодня днем будет от минус 30 до минус 31 градуса. В Нижнеленских улусах днем минус 29, минус 34. На западе минус 29, минус 33 градуса. В Колымо-Дигирских улусах минус 27, минус 36. В Янских минус 30, минус 35. На северо-западе днем ожидается от минус 33 до минус 44 градусов. В Якутске погода пока радует относительно. В 6 часов утра температура воздуха была минус 35 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Дует ветерок сегодня. Направление северо-западного. Скорость его составляет 2,5 метров в секунду. Ну а днем ожидается минус 30, минус 32 градуса. Да, ветерок действительно сегодня поддувает, с утра я это ощутил, поэтому одевайтесь теплее, те, кто живет в Якутске. Вообще синоптики обещают, что у нас к концу недели достаточно серьезно похолодает в целом на всей территории республики, и столица республики не станет исключением. Теперь давайте поговорим о вакансиях, которые предлагает Центр занятости населения города Якутска на сегодня.
Сегодня требуется агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок. Наличие высшего или среднего профессионального авиационного образования, опыт работы по специальности, зарплата от 35 тысяч рублей. Требуется аналитик-оператор-аналитик, требования знания 1С предприятия, склад версия 7.8, знание опыта работы в Excel, знание бухучета приветствуется, опыт работы тоже приветствуется, исполнительность, доброжелательность, грамотная речь, зарплата от 30 тысяч рублей. Требуется буфетчик. Образование по специальности не ниже среднего, наличие санитарной книжки обязательно, полная занятость, график сменности 2 через 2, зарплата от 28 200 рублей. Это не полный перечень вакансий, который предлагает Центр занятости населения города Якутска. Если вас заинтересовали эти или многие другие, можете обращаться по адресу Петра Алексеева 6/1, Центр занятости, или на их официальном сайте можете ознакомиться с вакансиями. Буквально недавно молодежное правительство Якутии вошло в тройку лучших по стране по проектному управлению. В аналитическом центре при правительстве нашей страны 26 ноября прошел финал конкурса «Проектный Олимп» в номинации «Молодежные проектные офисы». Якутию представила команда молодежного правительства республики, и она заняла там почетное 2-е место. С участниками этого мероприятия мы сегодня встречаемся в студии. Это Василина Лукина, председатель молодежного правительства, и ее заместитель Андрей Сосновский. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Василина, расскажи, пожалуйста, что это было за конкурс, и Якутия ведь принимает в нем участие уже не первый раз, и вновь занимаем почетные места. Да, этот конкурс в этом году уже прошел в 6-й раз. Проводит аналитический центр при правительстве Российской Федерации. В этом году впервые введена отдельная номинация именно для молодежи, называется «Молодежные проектные офисы». Ранее наша республика принимала участие в других номинациях, тоже занимала призовые места. А в этом году вот нам удалось тоже войти в число призеров. И вообще этот конкурс считается самым престижным в стране по проектному управлению. Собираются крупные такие корпорации, как Росатом, Сбербанк, принимают участие федеральные учреждения, правительства субъектов страны, поэтому это достижение считается действительно очень хорошим на профессиональном уровне для проектного управления. Вот как раз мы видим на экране команду молодежного правительства, которая принимала участие. Кто поехал? Мы поехали 5 человек в составе 5 человек, а так вообще конкурс проходил в течение полугода где-то. Заявку мы подали еще весной, в мае, и где-то месяца 4 до сентября ждали результаты. В сентябре уже подвели итоги заочного полуфинала, и по итогам этого полуфинала пригласили команду в составе 5 человек. Но, конечно же, участвовала не только команда, которая поехала в финал, да, но и работала команда всего молодежного правительства в течение года. А вообще какие были конкурсы? Вот что пришлось испытать? Может, Андрей? Ну, получается, сам конкурсный день состоял из 2 этапов. Первый этап — это была компьютерная игра на знание основных компетенций по управлению, то есть это было такое моделирование. А второй этап — это была стратегическая сессия, которая непосредственно была на выявление именно командной работы и также на мышление и именно те навыки проектного управления, которыми мы уже обладали, их необходимо было проявить и также продемонстрировать уже, скажем, такой видеоряд. Также было отдельное задание — видеовизитка. А вот какие вообще этапы проходили до того? Вот Василина, она немножко вкратце рассказала о том, что вы до этого командой работали непосредственно вот там, на самом мероприятии. Ну, на самом мероприятии, получается, был большой конкурсный день, и в этом конкурсном дне у нас был чередование теоретической части и практической. То есть теоретическая часть в чем заключалась? Нам давали определенные установочные знания, и мы их должны были применить. А, собственно, уже в конце, когда подводили итоги, там учитывалось не только то, что мы применяли в этот день, но и то, что было отправлено, как сказала Василина, начиная с весны. То есть когда уже вся команда молодежного правительства работала, и там непосредственно были заполнены формы, документация, требования, и только после именно по итогам этого отбора у нас пригласили именно непосредственно в Москву.
А вот сколько всего команд принимало участие в ОСИНТ? С каких регионов? Вообще в финал попали 11 команд. Это команды молодежных правительств субъектов России. Но по России на сегодняшний день молодежные правительства работают где-то в 50 регионах. И вот по итогам заочного этапа были отобраны 11. Первое место заняла команда Саратовской области, мы второе место, и третье место команда Воронежской области. Из дальневосточных регионов были две команды, это наша команда и команда Камчатского края. Вот давайте развеем миф, да, потому что очень много говорят про молодежное правительство. Вот собрались молодые чиновники, да, там вот сидят, что-то там делают, непонятно чего. Чем занимается молодежное правительство? Потому что, допустим, здесь я вижу Витю Белостоцкого, который буквально недавно на всей стране занял приз как один из лучших молодых предпринимателей. Да, его мобильное приложение приз получил. Вроде к чиновничеству никакого отношения парень не имеет. Сразу скажу, вот мы с Андреем не чиновники, да, сразу. А вообще из 30 человек, которые в составе молодежного правительства, в госслужбе на сегодняшний день работают где-то человек 5. Остальные это представители бизнес-сообщества, общественной деятельности, каких-то других крупных предприятий, разных отраслей. И одно из основных наших направлений – это проектная деятельность. Второе – мы выделяем кадровую работу. И третье направление – это аналитическая работа. По кадровой работе в этом году мы реализовали один крупный проект. Это проект по организации стажировок для молодежи в органах власти. Называется «Открытый опыт». Этот проект мы приурочили к году консолидации, направление «Открытая власть». И вот в течение года около 30 молодых людей со всей республики смогли получить возможность пройти стажировку в наших министерствах, посмотреть изнутри, как работают органы власти и внести свои предложения по повышению эффективности деятельности органов власти. Вот по проектной деятельности, помимо того, что мы внедряем проектное управление в молодежной среде, мы также в этом году стали победителями гранта Росмолодежи и через 2 недели проведем форум «Академия лидера» называется. Он пройдет на базе Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Вообще это долгосрочный проект. Мы в этом году в сентябре открыли студенческий клуб одноименной «Академия лидер» называется. И мы в течение года будем обучать студентов ЕГСХ лидерским навыкам, другим умению реализовывать какие-то социальные проекты. И хотим, наша основная задача в рамках этого проекта – это подготовить будущих руководителей наших сел, будущих руководителей сферы отрасли сельского хозяйства. А вот проекты, связанные с социальной направленностью, да, вот о них можно поподробнее. Я знаю, что вы еще в различных общественных организациях работаете, и буквально на днях состоится один из таких интересных мероприятий с волонтерством, с форумом. Вот что это будет за мероприятие? Это проект «Академия волонтера». Мы также в этом году совместно с Якутской государственной сельскохозяйственной академией выиграли грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. И в рамках этого гранта на базе ЕГСХ, опять же, открываем волонтерский центр. И вот 5-7 декабря на базе ЕГСХ пройдет первый республиканский образовательный форум зооволонтеров. 5 декабря. Логично, ЕГСХ, ЗОО. Да, конечно. Вот 5 декабря День волонтера России. Да, в прошлом году Владимир Путин своим указом этот день определил Днем волонтером. И как раз-таки в этот день начнется образовательный форум. В этом форуме могут принять участие не только волонтеры, но и владельцы, будущие владельцы домашних животных. Мы вот сегодня-завтра заявки еще принимаем. Есть возможность подать заявку. Ну, теперь возвращаясь к молодежному правительству, сколько лет самому молодому члену молодежного правительства и самому пожилому члену молодежного правительства? Ну, по положению у нас возраст до 35 лет. Из самых молодых это у нас есть представители студенчества, 20 лет где-то, да? Но мы выводили среднеарифметически, это где-то 27-28 лет в среднем. Это в основном у нас уже работающие молодые специалисты. Какие-то планы есть вот на ближайшее время, может быть, что-то реализовать совместно? Мы наша большая работа – это открытие молодежных администраций в вузах. Да. И вот ребята у нас, юристы,
проводит Получается, у нас, акцию. да, есть две акции. Первая акция – это посвященная Всемирному дню борьбы с коррупцией. То есть мы проводим флешмоб «Я не даю взяток, я не беру взяток». То есть, получается, акция посвящена именно противодействию коррупции и пропаганде. И вторая акция – это «Народный правотворец», который у нас уже завершается. Там будет непосредственно конкурс инициатив законотворческих. Хочется пожелать удачи молодежному правительству, еще раз поздравить с вторым местом по стране. Я думаю, что следующий год точно будет первый. Успехов! На этом я завершаю. Буквально после короткой паузы присоединятся мои коллеги Айта и Петя, и не продолжит эфир Санан Кюн. А всем хорошего вторника и отличного настроения. Пока-пока.